Сегодня в Магасе состоялось открытие бизнес-акселератора. Центр будет работать на базе Академии цифрового развития. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава республики Махмуд Али Калиматов, президент группы «Софмар» Микаил Гуцериев, гендиректор акселератора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Калаев, руководитель Академии ИТ Дмитрий Арцух. Репортаж Муслима Ганиева. Перерезанная красная лента не просто очередной открытый в республике объект. Это новая глава в развитии Ингушетии. Сегодня мы продолжаем в республике внедрять современные технологии. Для начала гостям организовали экскурсию по зданию. Начиная с первого этажа, акселератор привлекает не только красивым ремонтом, но и современной начинкой. Переговорки маленькие. Если люди сидят в open space, кому-то надо позвонить, кому-то нужно сосредоточиться, поработать. Зашел, сел, розетка, интернет, акустика. Отличная акустика, все сделано качественно. Чудо. По безопасности каждая кабинка индивидуально по всем нормам. То есть секретные переговоры можно вести. Да. Поднимаемся на второй этаж. Здесь несколько переговорных, где бизнес может общаться не только в очной форме. Предусмотрено все для онлайн-переговоров. Таких переговорок мы здесь сделали 7 штук. Соответственно, 7 компаний могут, с Китаем, с Дубаем, с Москвой, с кем угодно отсюда позваниваться. У них прекрасно выглядящее помещение, у них отличный интернет, хорошая связь. Они, не уезжая из Ингушетии, могут делать бизнес федерального. А у нас настоящий уже. Да. Далее гости перешли в конференц-зал, где Махмуд Али Калиматов оценил увиденное. Хочу первое сказать спасибо, Михаил Сапарбекович, потому что сегодня каждый видит, что здесь происходит. Самое положительное. Баркалов. Десятки шагов делаем вперед. Для нашей республики это будущее. В целом, хочу сказать, это очень большое количество вовлечения молодежи. Это большое событие. Я хотел бы, чтобы мы понимали это и ценили это. Поэтому спасибо еще раз. Спасибо команде. Ну и надеюсь, что ребята наши, девчонки наши, они плодотворно будут воспринимать эти знания и претворят в жизнь полученное их в будущем. Приветствуем всех наших гостей, наш федеральный центр. Ну и, конечно, Махмуд Али Макшарипович, спасибо большое за поддержку, за то, что пришли. Как вы сказали, очередной этап развития нашей Академии цифрового развития, нашего большого благотворительного проекта, большого российского. Я считаю, в масштабах России это крупнейший благотворительный проект. И я очень надеюсь, все, что мы надумали, притворится в жизнь. Что такое акселератор? Акселерация быстрорастущее, ускорение, то есть быстрорастущее. Наша задача, школа 21, научить, подготовить людей, которые понимают, что такое программирование, понимают, что такое программист, понимают, что такое интернет. Не с точки зрения посмотреть новости или какой-то сайт, а с точки зрения профессионализма. И эти люди, как видите, сегодня даже занимаются. Первый выпуск уже начинается на следующий год. Да? В следующем году мы получим первую партию программистов, профессионалов, которые будут востребованы в первую очередь в народном хозяйстве республики и в дальнейшем в народном хозяйстве России. Второй этап – это акселерация, научить зарабатывать деньги. То есть, по-русски говоря, примитивно говоря, просто говоря, научиться дешево покупать и дорого продавать. Будь ли это товар, будь ли это свои мозги, будь ли это своя услуга, неважно. Научиться дешево купить и дорого продать. И этому мы начнем учить. Наши специалисты, наша бизнес-школа будет учить. Я надеюсь, что и тех, кто уже практикуется, мы поможем дальше практиковаться, да. И для тех, кто еще не практикуется, только хочет начать свой бизнес, мы научим их, как заниматься, как привлечь инвестора, как привлечь соинвестора, как найти дешевые деньги, определить какие тренды будут в ближайшие 3-5 лет, и чем стоит заниматься и куда стоит вкладывать свои деньги, свои знания, куда стоит двигаться, да? Все это будет учить наша школа.
Михаил Гуцериев сообщил, что бизнес-акселератор не последний проект, который группа «Софмар» будет реализовывать в республике. До конца лета текущего года будет создан фонд ангельского финансирования. Это новое направление не только для региона, но и для России в целом. Фонд будет финансировать разнообразные проекты, разработанные предпринимателями. Первый проект, в реализации которого планируется вложиться, это образовательный проект «ДОЖ». Он направлен на сохранение ингушского языка. Есть такое понятие бизнес-энджел на Западе, ангелы бизнеса. То есть люди, которые инвестируют деньги беспроцентные, инвестируют в IT-проекты и которые в случае выигрыша участвуют в прибыли, в случае проигрыша, проиграли. Мы создаем такой фонд ангельского финансирования Ингушетии, который будет заниматься конкретно финансированием IT-проектов, ангельским финансированием. То есть финансирование без процентов. Таким образом, Махмуд Аль-Махшарипович, все, что мы с вами наметили, оно двигается, оно неотвратимо, оно не остановится, невозможно остановить силу разума, силу времени. То, что мы делаем, это сила времени и разума, поэтому нельзя остановить невозможно. Бизнес-акселератор выступает образовательной площадкой для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Центр позволяет в сжатые сроки пройти путь от идеи или минимального продукта до первых продаж. Мы предоставляем обучение, экспертную поддержку и менторство. Да? Важно, что мы не делаем. Мы не раздаем деньги как благотворительная организация. Да? Мы учим привлекать инвестиции. И третья вещь, это, наверное, то, чем отличается бизнес-акселератор от школы, от академии, это то, что здесь, безусловно, будут платные сервисы. Свой проект представил один из слушателей бизнес-акселератора Азраил Пошев. Его детище посвящено ВИМ-направлению в строительстве. Это новый способ проектирования, строительства и управления сооружениями с помощью спецпрограммного обеспечения, в результате чего создается информационная модель здания. BIM-технология основана на построении трехмерной модели здания и интеграции различной информации. Она отражает весь жизненный цикл объекта, от проектирования и строительства до эксплуатации и демонтажа. Проект ориентирован не только на Ингушетию и Россию, но и весь мир. Про планы, это на этот год это 10 крупных контрактов, это 50 миллионов выручки за год. Также у нас в планах было еще в прошлом акселераторе, мы рассказывали, что это реализация образовательного проекта на базе Академии цифрового развития. Это войти в топ-3 в сфере BIM-услуг Москвы и выйти на международный рынок. Цель компании, на самом деле, такая масштабная. Это участие в проекте NEOM, Залайн в Саудовской Аравии. Мы к этому уже ведем уже переговоры. И я думаю, что в течение года-два мы уже сможем принять участие в данном проекте. После торжественной части гости пообщались с журналистами, где поделились своим мнением о новом объекте. Махмуд Али Калиматов отметил, что главное сокровище республики – это ее жители. А бизнес-акселератор дает возможность предпринимателям реализовать себя, оценить свой проект и понять, есть ли у него будущее. Пора прекратить жить прошлым. Вот у нас все знают, у нас нелегкая жизнь была, у наших родителей, еще что-то еще. Но это все прошло, мы это не забываем. Но человек сегодня, он должен идти вперед. Я скажу, что сегодня, если говорить, акселератор заработает сентябрь, июль-сентябрь, потом сентябрь-декабрь, уже конкретно будет. Все объяснили, насколько я понял. Поэтому я только могу сказать, счастливые люди, которые живут в Ингушетии. И молодежь. И это благодаря школе 21. И вот у нас благотворительный фонд «Софмар». Это не подарок, это большие деньги. Но он благотворительный. Понимаете? Это много затрат. Но у нас мало земли, у нас нет возможности заводы, фабрики строить. Да? У нас вот здесь каждый человек, я думаю, через 5-10 лет будет... Цена его будет, наверное, завод целый. Это будет такая сила, продвигающая. И потом, когда я увидел, это идет же в Арабских Эмиратах, там хотят построить 100 километров, 200 километров, дома, здания. Представляете, он говорит, а мы сейчас можем, и все сидя здесь. Поэтому
Я еще раз хочу каждому сказать спасибо. Еще раз хочу сказать, что мы способствовать будем. И я всегда говорю и буду повторять. Вы знаете, помочь не можешь, не мешай. Микаил Гуцериев рассказал о других проектах, которые спонсирует группа «Софмар». В республике благодаря помощи мецената развивается не только сфера IT, много культурных и социальных проектов. Это просто мое личное, будем говорить, любовь к Ингушетии. Дополнительно то, что мы строим, делаем проект на $100 миллионов в Горной Ингушетии. Вот завтра мы открываем «Гоуст». Очередной вместе едем. Открываем «Орлиное гнездо», 400 миллионов рублей. Открываем «Гоуст». Следующее открытие «Пуй». Школа камнетесов. Первые 12 камнетесов мы хотим довести до 100. Ребят, которые не хотят заниматься IT-технологиями, могут руками творить чудо, да, восстанавливать башни. Они башни восстановят, потом другие регионы уйдут. Бизнес-акселератор подходит не только начинающим компаниям, уже имеющим стратегию и минимально жизнеспособный продукт. Также за помощью могут обратиться зрелые, вполне уверенно стоящие на ногах фирмы, которые хотят найти новые пути для масштабирования своего бизнеса. Муслим Ганиев, Али Зядиков, Сулейман Костоев, Магаз 24.